Бойцовский клуб «Панчер». Здесь ежедневно тренируются свыше 100 детей, выбравшие смешанные единоборства. В этом виде спорта особое место в тренировках уделяется разминочному процессу. Зачастую в ММА даже во время тренировок боец может получить серьезную травму. Чтобы избежать повреждения, спортсмены стараются максимально разогреть все мышцы тела. Клубная система в смешанных единоборствах в Ингушетии развивается хорошими темпами. Спортсмены из бойцовских клубов республики на каждых соревнованиях подтверждают высокий уровень мастерства. Такие внушительные результаты, безусловно, даются благодаря упорным тренировкам. За 3 года ребята из бойцовского клуба «Панчер» успели громко заявить о себе в мире смешанных единоборств. На последних турнирах по ММА, которые проходили в Грузии, подопечные Ислама Ахильгова показали впечатляющие результаты, завоевав 21 золотую и 2 серебряные медали. Мы начали тренировку с 3 месяцев до турнира. Мы тренировали свою физическую выносливость и свою техничность. И после 2 месяцев у нас хватило времени, чтобы сбросить вес, вложиться в вес. И турнир проходил в парке, там было очень нормальное, хорошее условие для боев. Было нормально, хорошо. У меня было 2 боя. Первый у меня был с армянином, второй или с иранцем, или с армянином. Третий были сложные, нормальные дрались. Но они тоже были хорошо подготовлены физически и технически. Да, я доволен результатом, но я думаю продвигаться по ACA, ACB и так далее. В Грузии у нас был международный турнир. У меня было 2 поединка. Первый бой у меня был с армянином, второй был иранцем. Первый бой я выполнил досрочно, а второй выиграл по очкам. Я был уверен, что я выиграю на 100%. Был сложнее второй соперник. Это был армянин. У него была борьба. Я хочу продолжать дальше и выступать в UFC, и быть чемпионом. Такое успешное выступление стало для клуба уже доброй традицией. Участие в соревнованиях – это еще и прекрасная возможность получить большой багаж опыта. А кубки и медали мотивируют ребят, придают им уверенность. В сентябре, с 6 по 8 сентября мы участвовали на международном турнире в Грузии, в городе Поти. По приглашению нас пригласили туда. Турнир был сам очень хороший. Нас там участвовало 24 человека. Там выступали по полупрофессиональным, профессиональным и по любителям тоже были. И мы сделали там 21 золото привезли и 2 бронзы. Сам турнир был очень хороший, мощный турнир, очень много участников. Там с Ирана, с Франции, Украины, с Грузии местные были. Ребята тоже были подготовлены. Сам турнир был очень на высшем уровне. Нас хорошо встретили, также и проводили. Мы даже успели отдохнуть там. Сам турнир, как я уже говорил, хороший был. На этот раз они на все 100% выложились, потому что у нас до выезда были очень хорошие тренировки. Мы у нас в горах были на сборах. Потом тренировались утром, вечером, готовились. И на 100% эти мои бойцы показали результат. Как тренер я доволен результатом. Один из самых перспективных бойцов клуба «Панчер» Адам Муцольгов также принимал участие на турнире в Грузии. В первый день соревнований Адаму пришлось провести поединок против местного бойца по правилам ММА. По окончанию встречи единогласным решением судей была поднята рука ингушского бойца.
таблоха больше, профессиональный таблоха, дома больше, турниры, турниры, полупрофессиональные. Готовится игра, джейрах, дорог, джейрах, сборы же, сушинташинкара, сборы же. Чудо уже турнир хал, шигар, что достаточно цхайрова турниры, спарринг, ирин, сейден, тренировки, спарринг, там подготовиться дорог. А выступ der раздел ММА профессиональный. Цик алхамдулилlah, кохт валарса, цик профессиональный собой валарса, алхамдулилlah, кохт валарса. Сей лата вес 65 килограммер, сей 55 усы максимум. Кала это полупрофессиональный, цигачинах духабр, цигачев второй аларса. Соперник шхалбар алхамдулилlah, шей соперник шхалбар вес духабара еще халах и персон. Да, ваш там удал тренировок, жеж алхамдулилlah, диктатура хандал нормально. Впереди у Адама новые старты, а значит, самое время заняться усиленной подготовкой в родном зале. Для успешного выступления в ММА одной борьбы недостаточно, поэтому наш боец старается максимально развивать все нужные навыки смешанных единоборств. Пять раз в неделю ребята оттачивают все нужные аспекты. На сегодняшней тренировке спортсмены отрабатывают борьбу в партере и грэпплинг. В последнее время в ММА наблюдается большой приток спортсменов, обладающих прекрасными борцовскими навыками. Зачастую тейкдауны и ведение поединка именно в партере играет решающую роль при выявлении победителя. Stukast, binnensbed omgås, arrest, se wat godoos. Se net scholen, se себя постоять, se hamdi. Дальше андали коту государство. Дедо еще и хаорса. Се тренер хану бузуртан астими. Сдавош нос. Цега грозного ха коту анурса. Коту анышта хи, се цмогуш ханда анурса, да анышта дач эхтавац. Окуч хала хатсушт. Тренировка жи. Ара о кадина тренировку. Тренировка халю ахю. Дик тренировки, дик хол тренировка. Азиш мухол ислам. Му прием исламу. Штхать бакая или хаол исламу. Я всегда смотрел по телевизору, и мне было интересно прийти сюда. Я здесь тренируюсь уже 3 года, и за это время я побывал в многих местах. В последнем турнире, где я участвовал, это было в Грузии. У меня там было 2 боя, и я занял 1 место. В первом бою я выступал с грузином. Во время отработки борьбы спортсмены проходят через изнурительные тренировки, поэтому они всегда демонстрируют отличную форму и имеют способность справляться с постоянным давлением. Все эти качества описывают превосходного бойца. Во время поединка с представителями других видов единоборств ощущается серьезная разница в физической силе и выносливости. Поэтому многие специалисты и спортсмены сходятся во мнении, что лучшая и эффективная база для смешанных единоборств – это борьба.
борьба там, я считаю, что именно по ММА это где-то процентов 90, я бы сказал бы как тренер, что там борьба уже. И вот у нас в понедельник идет стойка, вторник борьба, в среду кроссфит, в четверг опять борьба у нас, а в пятницу мы работаем смешанно уже. В зале присутствует жесткая конкуренция. Каждый из ребят старается как можно лучше проявить себя на тренировках и доказать тренеру, что готов выступить на самых серьезных турнирах. Даже во время упражнений спортсмены выжимают из себя все силы. Желающих тренироваться в бойцовском клубе «Панчер» хоть отбавляй. Каждый день в зал приходит все больше молодых ребят, которые хотят добиться таких же результатов, как Молсер Евлоев, Хамзат Долгиев, Абукар Мистоев и многие другие успешные бойцы. На данный момент в зале тренируется свыше 100 детей. Я раньше работал в 5-й школе с Кукурфой Рустамом и с Адамом Умаровым. Его сейчас нет, Аллах Гештолцин, Аллах Ясма Совут Илцин. Потом мы работали, и меня родители попросили открыть клуб. И директор, бывший Муса Тимурзи, он меня пригласил сюда. И вот так я открыл клуб. У меня тренируется, честно сказать, за 100, это больше 100 человек. Зал самый маленький, и все каждый день записываются, но мест нет у меня в зале. А так дети перспективные, старательные, все слушаются, занимаются. Желание есть у детей, по крайней мере.
ММА с каждым днем набирает все большую популярность среди молодежи. Бойцовские залы республики переполнены желающими добиться высоких результатов и стать чемпионами различных промоушенов.